Добрый день, дорогие читатели! Сегодня в тишине нашего читального зала мы вспоминаем человека, чье слово звучит уже почти 2 столетия. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого акына Жамбыла Жабаева. Почти век прожил он на этой земле, почти век наблюдал жизнь народа, и все, что видел и чувствовал, превращал в песню. Его называли народным акыном. Но, возможно, точнее, он был голосом степи. Жамбылом восхищались, его переводили на многие языки и большими тиражами издавали как в бывшем СССР, так и за рубежом. О нем слагали стихи и поэмы, писали рассказы, очерки и романы, создавали фильмы и симфонии. Почет и уважение к поэту Жамбыла Жабаеву пришли далеко не сразу. Ему пришлось преодолеть долгий путь от мальчишки-кочевника до великого акына. Он был лауреатом Сталинской премии, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Также в его честь названы улицы, установлены памятники. Однако жизнь Жамбыла была наполнена трудностями с самого рождения. В ночь у подножья Джамбула горы, сжавшись комочком у снежной норы, мать моя рабскую долю кляня, в стонах и муках родила меня. Молча собрался голодный аул, дали казахи мне имя Джамбул. Пели акыны под звуки домбры, пели о мальчике в бурю рожденном, пели о мальчике нареченном именем гордой и древней горы. Жамбыл родился в 1846 году в ЖТСУ. Его детство прошло среди кочевой жизни, песен и легенд. Степь стала его первой школой, домбра – первой книгой. Его наставником был великий акын Суинбай. Он увидел в нем редкий дар и благословил юного поэта. Пусть слезы народа будут твоими слезами, пусть счастье народа будет твоим счастьем. Слезы народа будут моими слезами, счастье народа будет моим счастьем. Творческая жизнь Жамбула Жабаева делится на 2 части. Первая часть – до Октябрьской революции 1917 года. Это жизнь странствующего акына, собирателя эпических баллад и сказаний, исполнителя народных, подчас обличительных саркастических песен. После революции имя Жамбыла начинает ассоциироваться с советской властью. К поэту приходит истинная всесоюзная слава. Жамбыл становится народным поэтом, певцом патриотических песен, автором поэм о героях, о дружбе народа, о любви к родине. Tabanından sonra çıvancılık dumsattan yasasızda isterim. Onun benim başlayan ulusumuzun gününde rahmet aytanız yaşasın isterim. Yaşasın da yaşasın. Yamanlıktan ayırgan, yaxşılıkka kayırgan, eğrikiskin çıvanım, tımşığın edim ayırgan, akıcı yol istersin, karışım öpür istersin, çapçaptan ötüdü, ayrıca öpür istersin. Çapçaptan ötüdü, rahmet isterim, yaşasın. Его речь отличалась образностью, силой и ясностью. Он использовал сравнение жизни степи – ветер, кони, горы, реки. Его поэзия звучала вместе с домброй, и слово становилось песней. В своих произведениях Жамбыл воспевал родную землю, труд простых людей, мужество и достоинство. Он откликался на все важные события своего времени. Екен шыңей көптің сөзін тастау қиын-ай. Төрт сөздің түгілдім мен шыққан соң. Барқырап көп болдым даңа қоқақ
Сау. Я был заодно с моим народом и был понятен народу. Я был свидетелем рождения новой страны – Казахстан, о чем мечтали целые поколения и о чем пели лучшие акыны, говорил Жамбыл. Когда началась Великая Отечественная война, Жамбылу было 95 лет. Казалось бы, возраст тишины, но именно тогда его голос зазвучал особенно сильно. Он написал строки, обращенные к жителям блокадного Ленинграда. Братцы, дети мои, братцы, гордость моя. Мне в струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Но родня вам с давней поры, ближе брата, ближе сестры. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Что же слышит Жамбыл теперь? К вам стальную ломится дверь, словно вечность проголодав, обезумевший от потерь, многоглавый жадный удар. Сдохнет он у ваших постав. Будут снова петь соловьи, будет вольной наша семья. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Вся страна идет на врага, поднимается весь народ, и не сломит наших свобод гнет фашистского сапога. Спать сегодня не в силах я, пусть под новой будут друзья. Песни вам на рассвете мои, ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Для окольцованного врагами Ленинграда эти слова были как пайка хлеба, как опора для духа. Листовки со стихами Жамбыла, переведенными на русский, расклеивали на стенах. Они звучали по радио, люди повторяли их как заклинание. Вот что писал Всеволод Вишневский, находившийся в блокированном городе. В самые тяжелые дни Ленинграда, осень 1941 года, достойнейший Джамбул обратился к нам, защитникам города, вдохновленным призывом: «Ленинградцы, дети мои!» Без слез и чувства радостного волнения не могли мы читать это послание. Мы ощутили, что это письмо так же ценно, как подход сильного резерва. Народ Казахстана слал нам свой братский привет, любовь и дружбу, и мы шли в бой, удвоив силы. Жамбыл дожил до Дня Победы. Он воочию увидел огромную радость и ликование людей. Умиротворенный этим и исполнивший долг перед своим народом, 99-летний Жамбыл ушел из жизни 22 июня 1945 года. Он покоится на территории своей усадьбы близ Алматы. На могиле его воздвигнут монументальный мавзолей. Его имя носят Жамбылская область, районы и села, школы и учреждения культуры. Писатель прожил длинную, насыщенную и плодотворную жизнь. Невзирая на все жизненные трудности, Акын сберег оптимистичный настрой и до последних дней дарил людям радость и веру в светлое будущее. Но главное наследие, которое оставил Жамбыл, это книги. Книги, которые стоят на наших полках. Книги, которые мы открываем и слышим голос времени, голос степи, голос народа. Ликуйте, народы! Светите и пойте! Дворцы из гранита и мрамора стройте, растите хлеба, разводите сады, пустыню вторгайте с разливом воды, чтобы нежные яблони там расцветали.